Возлюбленный брат, возлюбленная сестра, Бог глубоко желает, чтобы вы распознали, когда вы обманываетесь злом. Одной из основных стратегий, часто используемых врагом против последователей Иисуса Христа, является распространение лжи. Это хитрая форма обмана, которая заставляет людей верить в то, что не соответствует действительности, создавая неправильные представления и непонимание без какой-либо реальной основы или необходимости в таких убеждениях. Враг, которым является сатана, представляет вам эту ложь как абсолютную истину, чтобы вселить в вас страх. Его цель часто не обязательно заключается в том, чтобы проявить саму ложь, а просто заставить вас поверить в то, что ложь может произойти или материализоваться в вашей жизни, даже если на самом деле она никогда не происходит. Это заставляет вас действовать в пагубном состоянии тревоги, беспокойства и страха вместо веры, надежды и доверия Божьим обещаниям. Но ваш Небесный Отец горячо желает, чтобы вы полностью поняли, то, чего вы не знаете или не понимаете, часто вселяет великий страх, а тому, что вы неправильно понимаете в духовных вопросах, вы не можете эффективно противостоять или опровергнуть. Вот почему для вас, как для христианина, несомненно, крайне важно постоянно искать мудрости, проницательности, откровения и познания Святого Слова Божьего, чтобы вы были полностью подготовлены к невидимым духовным битвам, с которыми вы неизбежно столкнетесь. Как мудро написано в 6 главе послания к Ефесянам: «Носите и используйте все сверхъестественное всеоружие Божие каждый день, чтобы иметь силу твердо противостоять коварным замыслам, обманам и искушениям врага». В комментариях провозгласите: «Защити меня своими доспехами, Господь». Когда вы верой, согласно абсолютной истине Божией, тесно ходите с Господом Иисусом Христом, у вас нет законных оснований чего-либо бояться. Ибо Бог дал вам не боязливый дух робости или трусости, но Он дал вам твердый и мужественный дух силы, любви и здравомыслия, как истинно сказано во 2 Тимофею, глава 1, стих 7. Вы можете со смелостью и уверенностью приблизиться к Божьему престолу благодати, когда вам нужно, и получить Его замечательную помощь и бесконечную милость во время нужды, бедствия или кризиса, как чудесно сказано в послании к евреям, глава 4, стих 16. Все христиане, продолжайте намеренно каждый день, приближайтесь к своему Небесному Отцу посредством искренних молитв, поклонения и чтения Библии. Постоянно просите Его открыть глаза вашего сердца и даровать вам духовную проницательность, чтобы точно распознавать тонкую и обманчивую ложь, ложные повествования и неэтичные стратегии врага. Бог будет абсолютно верен, каждый день милостиво направляя вас через своего Святого Духа ко всем фундаментальным истинам, в которых вы действительно нуждаетесь. Если вы искренне позволяете Ему и искренне ищете Его, Он горячо желает, чтобы вы, как Его возлюбленное дитя, каждый день жили в великолепной свободе и победе Его Сына Иисуса Христа, а не в плену страха, беспокойства и поражения, которые испытывает враг. Ложь производит. Оставайтесь твердо укорененными в вечном и живом Слове Божьем, и вы непременно принесете много вечных плодов праведности для хвалы, чести и славы великого имени Божьего. Ходите верой, а не страхом, зная, что Иисус Христос победил мир и навсегда победил силу греха и смерти. Бог вечно за вас и приведет вас к победе над каждой ложью и атакой дьявола. Доверьтесь Ему полностью и получите Его совершенный мир, превосходящий всякое человеческое понимание. Прежде чем мы продолжим, воздайте хвалу Господу, написав в комментариях «Хвала Богу». Возлюбленные дети Божьи, многие из вас сталкивались с тем, как враг сеял семена страха в ваше сердце и разум. Его цель на самом деле не в том, чтобы вызвать ужасающие сценарии,
которых Он обманывает, а в том, чтобы использовать ваш собственный страх как точку опоры для получения влияния в вашей жизни. Когда вы соглашаетесь со страхом, вы верите в ложь врага. Но Бог не дал вам духа страха, напротив, Он дал вам силу, любовь и здравомыслие. Поддаваясь страху, вы теряете фокус на том, кто такой Бог и что Он делает, и вместо этого преувеличиваете незначительные замыслы дьявола. Давайте обратим свой взор на всемогущего Бога, сотворившего небо и землю и все, что на ней. Все творения так или иначе прославляет Его. По сравнению с Его величеством, силой и любовью усилия врага подобны пылинкам, плавающим в огромном океане. Когда вы зацикливаетесь на проблеме или нападении лукавого, оно может показаться огромным, но когда вы смотрите на Господа, эта пылинка превращается в ничто. В Писаниях говорится, что земля принадлежит Господу, и все, что на ней, все творения свидетельствуют о Его чуде. Океаны и горы, деревья и цветы, солнце, луна и звезды провозглашают Его величие. Даже самая маленькая микробная жизнь говорит о Его безграничном творческом гении. Возлюбленные, откажитесь оставаться в менталитете жертвы. В этот самый день решите в своем сердце, что вы больше не будете жертвой, а победителем. Обозначьте это в комментариях, написав «С Богом я побеждаю». Стойте твердо, пока не увидите проявление Божьей победы и избавления. Тот, кто начал в вас доброе дело, доведет его до конца, что Он обещал, Он непременно исполнит. Давайте сосредоточим свой взгляд на Иисусе, Создателе и Совершителе нашей веры. Он претерпел крест ради предлежавшей Ему радости. Теперь Он восседает по правую руку от Божьего престола. Подумайте о том, кто претерпел такую враждебность от грешников, чтобы вы не утомились и не унывали. Ибо Господь, Бог твой, жив и деятелен. Его любящие глаза наблюдают за тобой, Его уши слышат твои крики. Он знает ваши трудности и никогда не оставит вас. Доверьтесь Его неизменной любви, терпеливо ждите Его, находите прибежище только в Нем. Он ваша скала, крепость и избавитель. Теперь, дорогой брат, дорогая сестра, сосредоточься на краткой молитве, которую мы вознесем, прежде чем продолжить. В сегодняшнем решающем сообщении мы проведем две мощные молитвы на протяжении всего этого видео. Итак, мы призываем вас остаться с нами для чести и славы Божией. Давайте помолимся. Дорогой Отец, мы признаем, что только Ты, Бог, и нет подобного Тебе. Наполни нас верой, чтобы твердо противостоять нападкам Искусителя. Открой глаза наших сердец, чтобы увидеть Твою силу и величие. Помоги нам понять высоту, глубину и широту Твоей совершенной любви, превосходящей всякое знание. Осветите все страшные места внутри нас. Мы благодарны за то, что Он дал нам разум Христов и силу побеждать. Тебе и только Тебе вся слава, честь и похвала, ныне и присно. Аминь. Дорогие братья и сестры, закрепите эту молитву, оставив свое «Аминь» в комментариях ниже. Знайте, что вы получили мечты, видения и обещания от Бога. Держитесь их, ибо они истины. Не позволяйте ничему поколебать вашу веру в то, что сказал вам Бог. Когда возникают проблемы и происходят вещи, которые кажутся противоречащими словам Бога, не волнуйтесь. Оставайтесь твердыми в своей вере. Помните, что Слово Божие никогда не подводит. Что Он обещал, Он исполнит. Могут быть моменты, когда обстоятельства кажутся совершенно противоположными словам, которые Бог вложил в ваш дух. Темные времена года, когда путь вперед кажется невозможным. Несмотря на это, Бог верен.
Он остается тем же самым вчера, сегодня и вовеки. В это время сосредоточьте свой взгляд на Иисусе. Поразмышляйте об истине, о том, кем Он является вездесущим помощником в трудную минуту, вашей скалой, крепостью и избавителем. Тот, кто разделил Красное море и заставил воду течь из скалы. Бог, воскрешающий мертвых. Для Него нет ничего слишком трудного. Не слушайте ложь врага. Заставьте замолчать любой голос, который противоречит истине слова Божьего. Враг ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Противостаньте ему, стоя твердо в вере. Плените каждую мысль в послушании Христу. Божьи планы для вас хороши. Он приготовил для вас надежду и будущее, чтобы дать вам ожидаемый конец. Вам просто нужно успокоиться и знать, что Он – Бог. Доверьтесь Его идеальному времени. Терпеливо ждите Его. Он видит ваши трудности и знает, какое бремя вы несете. Возложите все свои заботы на Него, ибо Он заботится о вас. Он никогда не оставит тебя и не покинет тебя. Просто нужно быть сильным и смелым. Не бойся и не отчаивайся, ибо с тобой Господь, Бог твой. Если вы в это верите, напишите в комментариях «Со мной Бог». Продолжайте искать Бога ежедневно. Оставайтесь во Христе, истинной лозе, чтобы принести вам много плода. Будьте укоренены и утверждены в Его любви, ибо радость Господня – ваша сила. Бог доволен тобой. Он поет над тобой от радости. Ты Его любимое дитя. Доверьтесь тому, кто создал миры, разделил воды и вызвал дождь манны с небес. Бог, искупающий и восстанавливающий, превращающий скорбь в радость. Он выполнит все обещания, данные вам, в свое идеальное время. Ожидайте, Господа, и обновите свои силы. Лучшее еще впереди. У Бога есть чудесный план для вашей жизни. Он показал проблески будущего, которые Он приготовил для вас. Он открыл вам свое видение через свое слово, через сны и видения, а также через шепот Святого Духа. Это будущее хорошее и наполнено надеждами. Это будущее, в котором вы идете по своему призванию, данному Богом, и выполняете свое предназначение, данное Богом. Однако враг хочет исказить истинное видение Бога относительно вас. Дьявол – отец лжи и попытается исказить то, что сказал Бог. Он будет использовать людей вокруг вас, чтобы посеять семена сомнения и представить измененную версию Божьего плана. Не слушайте эти искаженные слова, даже если они исходят от людей, которым вы доверяете. Библия говорит, что сатана принимает вид ангела света. Он попытается запутать вас и увести с пути, который предназначил для вас Бог. Не принимайте слов, которые противоречат тому, что Бог ясно показал вам о вашей цели. Будущее, которое приготовил для вас Господь, остается неизменным, какие бы противоположные слова ни звучали на вашем пути. Когда вам представляются искаженные точки зрения, будь то в разговорах или отношениях, твердо стойте в истине слова Божьего. Не допускайте искаженных версий своего призвания. Держитесь того, что, как вы знаете, Он сказал. Вы знаете звук голоса вашего пастыря. Слушайте только его. Будьте осторожны и проверяйте каждое слово на соответствие истине священных писаний и тому, что Он показал вам. Покажите свою благодарность Создателю, написав в комментариях «Спасибо за все, Боже». Дорогие братья и сестры, Библия напоминает нам, что лукаво сердце более всего. Даже люди с добрыми намерениями могут действовать, руководствуясь ошибочными мотивами.
Они могут желать вам самого лучшего, но их определение лучшего фильтруется их собственным ограниченным пониманием, а не совершенной волей Бога. Иногда те, кто заботится о вас, возможно, не видят ничего дальше своих собственных желаний и предпочтений. Они могут спутать Божий план для своей жизни с Его планом для вашей. Но вами должен руководить Дух, а не человек. Дух будет вести вас по путям, которые Он приготовил для вас, путям, полным надежд и многообещающего будущего. Слово Божье о вашей жизни истинно и неизменно, независимо от того, как меняются обстоятельства или люди предполагают иное. Его Слово остается твердым. Постройте свою жизнь на прочном фундаменте Его обещаний. Отвергайте любые голоса и слова, противоречащие Его ясному указанию. Как написано, пусть Бог будет истинным, а каждый человек – лжецом. Столкнувшись с двумя противоречивыми посланиями, решите поверить тому, что Он сказал. Заставьте замолчать все остальные голоса, пытающиеся изменить ваш курс. Божье видение вашей цели не изменилось. Его планы осуществятся, если вы поверите в верность вашего Небесного Отца. Напишите в комментариях: «Я доверяю Богу». Бог сформировал каждого человека еще до его рождения. Он знал каждый день твоей жизни еще до того, как один из них произошел. Когда Бог представлял вас, Он видел только добро, цель и смысл всей вашей жизни. Хотя иногда вам может казаться, что вы отклонились от пути, предназначенного Богом, знайте, что Его совершенный план для вас остается неизменным. Бог способен искупить время и ускорить Его возвращение к лучшему для вашей жизни, если вы сбились с пути. Его цели и призвания в вашей жизни были установлены давно и никогда не колебались. Не верьте лжи врага о том, что вы сбились с намеченного курса. Искаженные образы, которые он проецирует, не имеют власти над истинным замыслом Бога. Имейте мужество, ибо цели Господа для вас не были сорваны. Враг стремится исказить замыслы Божии и заманить вас на бесплодные пути, но я увещеваю вас не принимать это ложное направление. Оставайтесь сосредоточенными на Создателе неба и земли, который создал вас с божественной целью. Он один знает путь, который приносит удовлетворение и неприходящую радость. Чтобы оставаться твердым на пути, приготовленном Богом, необходимо доверять Ему на каждом повороте. Когда вы будете наслаждаться словами Господа, Он укрепит вашу веру и подготовит вас следовать Его путями. Погружаясь в Священное Писание, ваше направление будет освещено, открывая любые ловушки впереди. Если вы верите в силу Священных Писаний, выразите свое доверие в комментариях, написав: «Слово Божье – мой маяк». Голос Божий прорежает шум, указывая путь через неясную местность. Псалмы провозглашают блаженными тех, кто отвергает нечестивый голоса, и вместо этого день и ночь размышляет о Божьей истине. Когда вы насыщаетесь Его Словом, ваши корни глубоко укоренятся в Его праведности. Вы станете деревом, приносящим плоды во все времена года, свежие и зеленые. Во всем, что вы делаете, вы будете преуспевать, как и задумал Господь. Не просто смотрите на Слово, но медленно переваривайте его значение. Полностью откройте свое сердце голосу и перспективе Бога. Регулярно встречайтесь со Святым Духом в тишине и молитве. Его живая вода будет питать вашу душу и направлять ваши ноги. Пастырь поведет вас по путям мира, праведности и цели, которые Он приготовил много лет назад. Ежедневно ходя с Господом, общайтесь с Ним. Попросите видение, чтобы увидеть полную картину за пределами момента. Терпеливо ждите Его времени и направления,
даже если путь кажется неопределенным. То, что сегодня кажется бесцельным блужданием или отвлечением внимания, завтра может оказаться решающим поворотом на пути. Оставайтесь рядом с пастырем, оставаясь в стаде его детей. Сопоставляйте свои мысли и решения с священными писаниями, а не с переменчивыми ветрами культуры. Идите по древнему пути, пройденному святыми древности, по пути, ведущему к жизни. Хоть и узкий, он приносит вечную свободу и радость. Божьи планы для вас выходят за рамки земного комфорта или успеха. Он формирует вашу жизнь в соответствии со своими вечными целями, сплетая вашу историю в славный гобелен. Выразите свою благодарность Всевышнему за это, написав в комментариях: «Я люблю Тебя, Господи». Каждый опыт уникальным образом подготовил вас к тому, чтобы сиять своим светом и красотой в мире. Доверьтесь любящим рукам мастера, создающего свой шедевр в вашей жизни. Итак, проявляйте мужество, когда путь перед вами кажется неопределенным, ибо тот, кто создал галактики, знает путь. Он создал вас как свой уникальный шедевр и направил ваши шаги еще до того, как они появились. Наслаждайтесь им, пребывайте в безопасности в Его любви. Ваш путь – это мир, шаг за шагом ведущий вас к полноте радости, которую Бог желает, чтобы вы жили жизнью, полной удовлетворения, цели и смысла. Это всегда было Его сердцем к вам с самого начала. Еще до того, как вы были созданы в утробе матери, у Бога был план для вашей жизни. Этот план не менялся в прошлом, не меняется сейчас и никогда не изменится в будущем. Божий замысел для вас остается неизменным. Когда вы ищете Бога, читая Его Слово, молясь и поклоняясь Ему, Он будет открывать все больше и больше своего плана для вашей жизни. Библия утверждает в Иеремии, глава 29, стих 11, что Бог знает планы, которые Он имеет для вас, планирует обеспечить вам процветание и дать вам надежду и будущее. Божьи планы для вас всегда направлены на ваше благо, чтобы дать вам будущее, полное надежды. Вам напомнят о силе и суверенитете Бога над всем сущим. Это укрепит вашу веру и доверие к Богу, даже когда обстоятельства кажутся мрачными. Ваша вера в Бога останется непоколебимой. Во-вторых, размышляя над священными писаниями, вы сможете твердо стоять в своей вере, когда возникнут трудности. Библия говорит, что Слово Божье – светильник ноге вашей и свет стезе вашей. Обещания и истины, которые вы обнаружите в Библии, помогут вам оставаться сильными, когда на вашем пути встретятся невзгоды. Ни один человек, вещь или обстоятельство не сможет сдвинуть вас с вашего твердого основания во Христе. В-третьих, когда Слово Божье пропитает ваше сердце и разум, вы будете говорить с большей смелостью. Писание говорит нам, что от избытка сердца говорят уста. Когда вы будете наслаждаться Словом Божьим, оно наполнит ваше внутреннее существо и пропитает вашу речь. Вы будете смело провозглашать истины Царства и видеть, как обстоятельства меняются, когда вы провозглашаете Слово Божье. Библия утверждает, что вы постановите что-то, и оно будет установлено. Ситуации должны будут подчиниться авторитету Божьего Слова, которое вы говорите. Теперь услышьте эту молитву, чтобы получить свое благословение. Дорогие братья и сестры во Христе, мы произнесем вторую молитву сегодняшнего дня. Оно также будет коротким, но мощным. Позже мы произнесем третью молитву, чтобы вы могли получить свое благословение. Аминь. С сердцем, исполненным веры и радости во Христе, помолимся. Отец, я молюсь за человека, который слушает это, чтобы Ты наполнил его сердце радостью Твоего слова. Привлекайте их к себе каждый день посредством чтения священных писаний
молитвы и поклонения. Увеличьте их жажду вашего присутствия. Напомните им о вашей великой любви, милосердии и верности. Позвольте им размышлять над вашим словом днем и ночью, позволяя ему глубоко укорениться в их сердце. Научите их стойко стоять в испытаниях и говорить правду смело и авторитетно. Спасибо за желание раскрыть для них свои цели и планы. Дайте им мудрость и ясность, пока они ищут вашей воли. Окружите их своим покоем и наполните надеждой на будущее, которое вы для них приготовили. Во имя Иисуса мы возносим эту молитву. Аминь. Прокомментируйте «Аминь» и запечатайте эту мощную молитву. Возлюбленные братья и сестры во Христе, теперь вы окружены благословениями этой молитвы. В 4 стихе 37 псалма Библия говорит нам радоваться в Господе, и Он исполнит желание нашего сердца. Если вы цените Слово Божье больше всего на свете, ваша жизнь изменится. Вы будете возрастать в мудрости, надежде, силе и целеустремленности. Божье Слово – это драгоценный дар. Оно содержит все, что вам нужно, чтобы жить полной жизнью, которую Он задумал для вас. Ищите Его всем своим сердцем сегодня, изучая Библию, общаясь со Святым Духом и живя каждый день для Его славы. Бог желает, чтобы вы жили победоносной жизнью, а не жизнью постоянных поражений. Когда вы сталкиваетесь с трудностями, вы можете быть уверены, что Бог с вами, и Он приведет вас к победе, если вы сохраните веру в Него. Главное – твердо стоять в своей вере, даже когда обстоятельства кажутся мрачными. Не колебайтесь. Знайте, что ситуация – всего лишь проверка вашего доверия Всевышнему. Сохраняйте позицию хвалы, сосредоточьте свой взгляд на Господе и продолжайте надеяться на Его обещания. Эта поза удерживает ваши корни в Его живых водах, позволяя вам процветать, несмотря на невзгоды. Бог принесет божественное выравнивание и прогресс во всех сферах вашей жизни: финансах, здоровье, отношениях. Если вы принимаете это в своей жизни, символизируйте это в комментариях, написав «Получаю, Господь». Когда вы присоединяетесь к Его Слову, это требует, чтобы вы отпустили временное и постигли вечное. Отложите все, чему Он призывает вас подчиниться. Берите все, что Он повелевает вам принять. Послушание необходимо, ибо много званых, но мало избранных. Молитесь о готовности Духа, который с радостью следует Божьему руководству. Вы призваны служить Господу. Даже если ваш вклад кажется небольшим, каждый акт служения имеет для Него огромное значение. Попросите Его о ведении, чтобы увидеть, куда Он вас направляет. Путь будет освещен, когда вы сосредоточитесь на Нем. Читая Библию, просите Бога вдохнуть свежие откровения и смысл в слова каждой страницы. Писание живо и активно. Святой Дух адаптирует свои истины к вашим текущим нуждам, если вы пригласите Его быть вашим наставником. Верой во Христа вы восседаете в небесных сферах по правую руку Отца. Поэтому каждое возникающее испытание находится под вашими ногами, и оно помещено туда властью, данной вам как чаду Божьему. Победа гарантирована каждый раз. Сосредоточьте свой взгляд на Всевышнем, а не на нападение. Вы будете не жертвой, а победителем. Провозгласите эту истину всей своей жизнью. Господь слышит ваши молитвы и все делает вам во благо. Доверьтесь Его силе и любви. Он желает, чтобы вы жили триумфально, как Он задумал. Сохраняйте свою веру и надежду на Него. Возлюбленные, рассказы о Божьей верности и чудесных делах приносят столько радости и ободрения. Если вы готовы принять эти чувства, подтвердите в комментариях,
«Я готов, Господь». Когда мы делаем выбор поделиться тем, как Бог действовал в нашей жизни или в жизни других, это приносит Ему славу и честь. Это свидетельствует о том, что наш Бог жив, активен и продолжает творить безграничные чудеса. Для друзей, которые недавно рассказали о Божьем финансовом обеспечении в трудную минуту, это было только начало того, что Он приготовил для них. Когда вы укореняетесь в Слове Божьем и объединяете свою веру с другими христианами, вы готовитесь испытать сверхъестественное. Вкладывая деньги в служение, соответствующее Божьим целям, вы присоединяете свои ресурсы к Его планам. В ответ на ваше послушание Бог высвободит свои обильные благословения в вашу жизнь. Божественное Слово, раскрытое в Евангелии от Луки, глава 6, стих 38, обещает, что Он откроет небеса и зальет обильные благословения. Дорогой брат, дорогая сестра, когда ты прислушиваешься к руководству Святого Духа внутри себя и делаешь смелые шаги в послушании Его руководству, начинают происходить чудеса. Это вещи, которые вы никогда не смогли бы организовать или представить самостоятельно. Когда вы позволяете себе выйти за пределы своей зоны комфорта в стремлении к Его призыву, Бог расширяет ваши возможности и увеличивает ваше влияние для Своего Царства. Он с радостью раскрывает свою силу ради тех, кто ожидает Его. В комментариях напишите: «У Бога для меня все самое лучшее». Возлюбленное Дитя Божие, Господь видит самые сокровенные желания твоего сердца, даже те, которые ты едва осмеливаешься шептать. Он знает страсть, которую Он вселил в вас, видение, которое Он вселил еще до того, как вы сделали свой первый вздох. Хотя обстоятельства могут временно затуманить ваше пламя, угли горят постоянно. Бог зажигает восстановление. То, что казалось дремлющим, расцветет в новую жизнь. Там, где ты видел только пепел, Он из руин красоту приносит. Руки мастера создают из каждого фрагмента что-то драгоценное. Слушайте Его нежный шепот, раскрывающий следующий шаг на этом омолаживающем пути. Следуйте незамедлительно, когда Он призывает вас отпустить знакомое или принять неизвестное. Сдача всегда предшествует сбору урожая. Хотя путешествие может пролегать по засушливым местам, вы не останетесь там одинокими. Даже в засушливых местах Дух Божий витает над вами. Он ведет вас к стоящим водам, обновляя вашу душу для предстоящих путешествий. Здесь нет случайных моментов, у каждого момента есть намерение, у каждой ситуации есть цель. Некоторые шедевры требуют многослойной глубины тени и света. Независимо от теней, которые пересекают ваш путь, ваш внутренний свет еще сильнее. Оно пронзает самую темную ночь. Драгоценное дитя, подними свой взор к Создателю неба и земли, который совершает невозможное. Его сила увеличивается в вашей слабости. Он повелевает покоем и полнотой именно там, где вы находитесь. Не бойся. Просто поверь. Ваша история не закончена. Чудо ждет. Бог восстанавливает всех. Для нашего Бога нет ничего невозможного. Он специализируется на совершении невообразимого и беспрецедентного. Враг хотел бы окружить нас сомнениями и неверием, задаваясь вопросом, действует ли Бог сегодня сверхъестественным образом. Но Его Слово заявляет, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Его рука не короткая, Его полномочия не истекли. Сегодня Он по-прежнему жаждет показать свою славу через сосуды веры, так же, как Он это сделал 2 года назад. Спи спокойно, возлюбленное Дитя Божье. Вы никогда не будете исключением из Его обещаний. Он тщательно следит за Своим Словом,
чтобы гарантировать, что оно исполнится в вашей жизни в нужное время и правильным образом. Не позволяйте врагу терзать ваш разум ложью о том, что Бог забыл вас или оставил в стороне. Его время идеально, и его пути выше. Терпеливо ждите, пока он двинется. Воздавайте славу и благодарность в каждый момент. Собственно, сделайте это прямо сейчас, написав в комментариях громкое «Слава Богу». Возлюбленные дети Божьи, бывают моменты, когда Святой Дух подчеркивает конкретные нужды и помещает имя или служение в ваше сердце, чтобы благословить его в финансовом отношении. Когда делаешь шаг в радикальной щедрости, как его руки и ноги для удовлетворения осязаемых нужд как ближних, так и дальних, цепи порабощения разрываются, территории завоеваны для Царства Божия и судьбы устанавливаются. Когда вы слушаете его тихий-тихий голос и подчиняетесь каждому толчку, вы становитесь партнером царя, чтобы увидеть, как его царство придет на землю, как и на небеса. Возлюбленные, когда вы щедро жертвуете по велению Духа, помните главу 6, стих 38 Евангелия от Луки. Ваша жертва подготавливает почву для чудесного действия Бога. Цепи угнетения, которые когда-то держали людей в плену, начинают рваться. Зависимости, бедность и болезни склоняются перед именем Иисуса. Пусть ваше сердце наполнится надеждой на то, что может сделать наш Бог. Его чудеса простираются далеко за пределы того, что вы можете себе представить. Если Он вложил в ваше сердце кого-то из ваших знакомых, чтобы он получил это послание, не стесняйтесь поделиться им. Божье желание состоит в том, чтобы каждый услышал и принял истину о том, кем он является и насколько его сила остается сегодня для тех, кто верит. Ты глубоко любим, драгоценный. Никогда не забывайте эту истину. Бог видит вас, знает вас и предназначил вам. В такое время пусть ваши корни укоренятся глубоко в Его Слове, и пусть ваша вера возрастает с каждым новым днем, твердо закрепленная в неизменных обещаниях вашего Отца. Симфония хвалы эхом разносится по вашей жизни. Вы Его шедевр, и Его цель для вас будет раскрываться с каждым прекрасным мазком божественной кисти. Воспринимайте каждый момент как танец, поставленный еще до того, как вы сформировались. Ваша жизнь – это холст, на котором Бог желает нарисовать свои чудеса. Возлюбленное дитя Божье, каждый день Господь приглашает тебя идти в партнерстве с Ним. Возьмите Его за руку и позвольте Ему вести ваши шаги туда, куда Он ведет, следуйте без колебаний. Его пути и время идеальны. Бывают времена, когда Бог призывает вас в периоды тьмы и сокрытия. Смысл и цель в данный момент могут быть не видны, но позже вы увидите, как Он использовал эти дни, чтобы подготовить вас. Если вы этому доверяете, напишите в комментариях «Бог меня готовит». Доверьтесь Ему, когда путь кажется темным или неопределенным. Не ищите подтверждения от человека, единственные аплодисменты, которые вам нужны, это эхо из небесных дворов. Идите путями, которые предназначил вам Бог, а не теми, которые предписаны другими. Сравнение своего пути с чьим-то другим приводит только к разочарованию. Ваша цель уникальна. Послушайте голос пастыря, шепчущий о следующем шаге. Найдите время посидеть в тишине у его ног. Пока вы ждете в тишине, вечная перспектива смещает фокус с временной борьбы. В его присутствии обновляются силы для предстоящего вам пути. У каждой души есть священная история, которую только она может написать. Ваше все еще развивается, и оно более чудесно, чем вы смеете мечтать. Автор и совершитель вашей веры еще не закончил писать.
Доверьтесь Ему, чтобы Он указывал ваш путь, даже когда местность становится труднопроходимой. Темные времена года и испытания служат определенной цели в более широкой мозаике. Со временем вы увидите, как Бог искупил каждую боль за выгоду. Ни одна пролитая слеза не остается для Него незамеченной. Пусть ваша жизнь укажет на утешителя и поддержки утомленных сердец. Божьи планы для вас переполнены добротой и надеждой. То, что Он задумал задолго до времени, остается незыблемым. Мужайтесь, любимый брат, любимая сестра. Несмотря на то, что холст временами может показаться искаженным, руки мастера все равно создают нечто прекрасное. Поднимите глаза к небу, лучшее еще впереди. Если вы верите в это, напишите в комментариях «Я верю», а затем присоединяйтесь ко мне в самой мощной молитве сегодняшнего дня. Отныне очень важно, чтобы вы были как никогда бдительны по отношению к врагу, ибо он грязен и сделает все, чтобы отвлечь ваше внимание от этого момента соединения и общения со Всевышним. Поэтому сосредоточьтесь и с верой повторите вслух или мысленно следующую молитву. Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое постоянное присутствие в нашей жизни, за Твою верность и безусловную любовь. Мы признаем, что мы любимые дети, и что среди борьбы и невзгод мы можем найти убежище и силу в Ваших объятиях. Господь, мы просим Тебя помочь нам распознать ложь врага и твердо стоять в истине Твоего слова. Пусть мы всегда будем осознавать тонкости ложных повествований и стратегий зла и будем противостоять им с помощью данного нам духовного оружия. Давайте приближаться к Вам каждый день посредством молитвы, поклонения и чтения Библии, чтобы мы могли быть укреплены и подготовлены к встрече с духовными битвами, которые встречаются на нашем пути. Пусть у нас будет духовная проницательность, чтобы распознавать ложь врага, и мудрость, чтобы сражаться с ним истиной Твоего слова. Отец, мы просим Тебя наполнить нас своим миром, превосходящим всякое понимание, и дать нам мужество и силу противостоять вызовам, возникающим в нашей жизни. Можем ли мы полностью довериться Вашему обещанию, что во Христе мы больше, чем победители? Давайте помнить, что даже в самые трудные моменты Вы с нами, поддерживаете и направляете нас. Пусть у нас будет уверенность, что во Христе мы имеем победу над грехом и смертью, и что ничто не может отлучить нас от Твоей любви. Отец, мы просим Тебя помочь нам жить жизнью, наполненной смыслом, выполняя данное нам призвание. Давайте будем светом среди тьмы, принося надежду и любовь каждому, кого мы встречаем. Пусть мы будем инструментами Вашего мира и справедливости, работая над построением справедливого и сострадательного мира. Давайте будем живыми свидетелями Вашей благодати и милосердия, делясь Евангелием с теми, кто еще не знает Его. Отец, мы просим Тебя помочь нам оставаться твердыми в нашей вере, доверяя Твоему обещанию, что в конце концов добро победит зло. Пусть у нас будет уверенность, что во Христе мы одержим окончательную победу. Господь, мы просим Тебя помочь нам быть терпеливыми и настойчивыми, доверяя Твоему идеальному моменту. Давайте же ждать с надеждой, зная, что Вы работаете в нашу пользу, даже когда мы этого не видим. Давайте будем благодарны при любых обстоятельствах, признавая, что все содействуют ко благу тех, кто любит Бога и призван по Его замыслу. Отец, мы просим Тебя помочь нам быть смиренными и кроткими, признавая нашу зависимость от Тебя и доверяя Твоему суверенитету. Пусть мы будем сформированы и преобразованы в образ Христа, отражая Его любовь и благодать в нашей жизни. Пусть мы наполнимся Святым Духом, позволяя Ему направлять нас и давать нам силы жить жизнью, которая чтит и прославляет Бога.
Давайте будем смелыми свидетелями Христа, провозглашающими Евангелие со страстью и убежденностью. Отец, мы просим Тебя помочь нам быть щедрыми и самоотверженными, стремясь служить другим с любовью и смирением. Пусть мы будем инструментами Твоего милосердия и благодати, помогая нуждающимся. Давайте будем верными в нашем хождении с Господом, ежедневно ища Его и возрастая в наших отношениях с Вами. Пусть мы преобразуемся посредством обновления нашего разума, чтобы мы могли различать волю Божью, что хорошо, приемлемо и совершенно. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Пусть ваше «Аминь» будет в комментариях, чтобы закрепить эту молитву. Возлюбленный брат, любимая сестра, с сердцами, еще исполненными веры, помолитесь со мной той молитвой, которой научил нас Господь. Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, на земле, как и на небе. Дай нам на сей день хлеб наш насущный. И прости нам согрешения наши, как и мы прощаем согрешившим против нас. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Аминь. И если вы зашли так далеко, дорогой брат, дорогая сестра, проявите свою решимость услышать Слово Божье, написав в комментариях «Бог – мой фокус». Знайте, что Создатель безмерно рад и горд вами. Пусть ваша доброжелательность излучается во всех аспектах нашей жизни, освещая наше существование и прокладывая наши пути постоянным изобилием. Благослови каждый шаг, который мы делаем на пути к осуществлению наших желаний. Пусть ваша аура благополучия постоянно окутывает нас. Мы просим вашу целебную сущность помочь всем нуждающимся. Мы задаемся вопросом: наши мысли доминируют над нами или мы властвуем над нашими мыслями? Чувства беспокойства, одиночества и замкнутости могут заполонить наши разумы. Однако мы можем созерцать Слово Божье, выражая благодарность за Его благодать, любовь, спасение и вечную жизнь. Псалом 19 часов 14 минут вдохновляет нас направлять свои мысли и слова так, чтобы они были угодны Богу, признавая важность контроля над своими мыслями. Мы можем внести изменения в свою жизнь, если будем разборчивы в том, чем мы занимаемся. Верьте в Его обещания и ожидайте сверхъестественного явления в своей жизни. Вера является краеугольным камнем для последователей Христа. Даже во время бури верьте, что Иисус выше любой проблемы. Не позволяйте страху управлять вашим сердцем. Вместо этого смело утверждайте, что Иисус сопровождает вас и будет вести вас. Столкнувшись с трудностями, подражайте тем, кто был настойчив и искал близости с Богом, например, женщине с кровотечением, Даниилу и Иезекии. Продолжайте молиться и верьте, что Бог творит чудеса в вашей жизни. И если вы ищете руководство и подтверждение, пусть сегодня вы получите явный знак, указывающий, что вы на правильном пути. Вселенная устроена так, чтобы поддерживать вас, и неожиданные благословения, включая любовь, материальное богатство и духовное изобилие, уже в пути. И если вы доверяете этому путешествию, верьте, что вас ждет что-то необыкновенное, и вскоре вы отпразднуете значительное достижение. Будьте к этому готовы, потому что это происходит. Дорогой Небесный Отец, мы приближаемся к Твоему престолу благодати, укрепленные мудростью и силой Твоего святого Слова. Твои обещания, Господи, щит и прибежище для нас. Мы цепляемся за эти обещания, ибо они освещают наш путь и направляют наши шаги, особенно во время жизненных бурь. Мы подтверждаем нашу веру в Ваше могучее избавление, когда мы сталкиваемся с проблемами и неопределенностью. Мы находим утешение в послании к Римлянам 8 часов 31 минута, и если Бог за нас,
кто против нас. Мы покоимся в уверенности, что Ты, Господи, наш щит и защитник. Мы принимаем истину о том, что каждое слово Бога звучит правдоподобно и ваш путь совершенен. Мы прибегаем к Тебе, Господи, ибо в Тебе мы находим нашу силу и защиту. Украшая все оружие Божие, как описано в Ефесянам 6, 10-20, мы молимся о силе противостоять планам дьявола. Да будем мы припоясаны истиной, облечены в праведность и обуты в готовность благовествования мира. Пусть наша вера будет щитом, наше спасение – шлемом, а Твое Слово – нашим мечом. Мы молимся о смелости смело провозглашать тайну Евангелия даже перед лицом трудностей. Мы заверяемся в Твоей верности, Господи, когда читаем Исаию 46, 2-4, «Даже до старости Твоей я, Он, и до седых волос буду нести Тебя. Я создал и буду носить, я понесу и сохраню». В трудные времена мы находим утешение в Псалме 34, 22. «Господь искупит жизнь рабов Своих, никто из уповающих на Него не будет осужден». Господь, Ты наше укрытие и щит. Мы верим в Твою силу, воспеваем Твою непоколебимую любовь и знаем, что в нашей беде Ты наша крепость. Хотя мы можем страдать, мы не сокрушаемся. Ваше обещание в послании к римлянам в 8 часов 28 минут звучит правдоподобно в наших сердцах, и мы знаем, что любящим Бога все содействует ко благу тем, кто призван по изволению Его. Мы держимся за ваши слова в Иоанна 10, 28-30. «Я даю им жизнь вечную, и они никогда не погибнут, и никто не похитит их из руки моей. Отец мой, давший их мне, больше, паче всех, и никто не может похитить их из руки Отца. Я и Отец одно». Мы утверждаем, что нет Бога, кроме Тебя, Господь, наша скала. Мы рождены от Бога, и лукавый не может коснуться нас. Путешествуя по жизни, мы помним Псалом 34, 19. «Много скорбей у праведника, но от всех их избавит его Господь». В нашей повседневной жизни, когда мы уделяем приоритетное внимание поиску Его и любви к Нему превыше всего остального, мы настраиваемся на получение Его благословений. Еще одним препятствием на пути к Божьим благословениям могут быть наши мысли. Беспокойство, одиночество и чувство ловушки могут захлестнуть наш разум, но мы можем размышлять над Божьим Словом и выражать благодарность за Его благодать, любовь и спасение. Псалом 1914 умоляет нас гармонизировать свои мысли и высказывания так, как угодно Господу, подчеркивая значение контроля над разумом. Поступая так, мы можем добиться изменений в нашей жизни. Мы должны быть разумными в том, к чему прислушиваемся и какую компанию поддерживаем. Концентрируясь на элементах, которые укрепляют нашу веру и уменьшают страх, мы можем добиться изменения в нашем менталитете. Наши слова также имеют огромный вес в получении благословений Всевышнего. 3 глава книги Иакова предупреждает об огромной силе языка и о том, как он может даровать благословение или вызывать проклятие. Нам следует внимательно относиться к произносимым словам, избегая сплетен и жестокости. Наши слова обладают силой дать жизнь или принести смерть, влияя не только на нашу жизнь, но и на жизнь других людей. В Евангелии от Матфея 11 часов 28 минут Иисус приглашает тех, кто утомлен и обременен, найти в Нем покой и освобождение. Во Христе мы обретаем мир и оправдание, мы признаны невиновными. Во Христе нет осуждения, и дьявол, наш обвинитель, не имеет над нами власти. Когда мы принимаем Христа, мы переживаем спокойствие, освобождение от осуждения и уверенность в вечной жизни. Мы освобождены от всех обвинений, и обвинения дьявола не имеют никакой силы.
Во Христе мы находим искупление, силу Духа и царство бесконечных благословений. У ангелов есть послание для вас. Доверьтесь божественному времени и продолжайте прогрессировать. Вы не можете манипулировать естественным порядком вещей. Вместо этого научитесь действовать внутри него, приспосабливаться и реагировать на него. В трудные времена сохраняйте спокойствие и продолжайте славить Бога. Оставайтесь молитвенными, независимо от мнения о вас других. Бог все контролирует, и Он будет сражаться в ваших битвах. Сдайтесь и позвольте Богу возглавить вас. Доброе сердце иногда может привести к тому, что вы увидите ангелов там, где есть демоны, но Бог по какой-то причине удаляет определенных людей из вашей жизни. Он воспринимает и слышит то, чего вы не замечаете, и желает для вас только самого лучшего. Верьте в Его защиту. Всегда помните, Бог гордится вами. Он видит вашу веру, даже если вы этого не делаете. Он завел тебя так далеко и не оставит тебя. Он гордится вашим доверием к Нему и сейчас улыбается вам сверху вниз. У Иисуса есть послание и для вас. Он не изменил своего мнения о тебе, несмотря на твои ошибки. У Него все еще есть грандиозные планы относительно вашей цели и судьбы. Ваши ошибки – это не конец, Его благодать больше. Вам не обязательно знать все ответы, просто знайте того, у кого они есть. Пригласите Бога в свои ситуации и позвольте Ему помочь вам. Он здесь, чтобы направлять вас. Изменения уже не за горами. Дела начнут двигаться вперед, переходя от застоя к изобилию, от замешательства к ясности, от боли к покою. Это ваш поворотный момент. Все ваши заботы вот-вот превратятся в благословение. Доверьтесь процессу, вас ждет что-то хорошее. Это послание не случайно. У Бога есть особый план для вашей жизни. Враг может атаковать, потому что знает, что должно произойти что-то великое. Доверьтесь процессу и верьте в грядущие благословения. Бог внезапно высвобождает божественное в вашу жизнь. Цепи разорвутся, откроются возможности и изобилуют благословения. Будьте готовы к позитивным изменениям. Наступила твоя последняя ночь плача и беспокойства. Бог приносит изобилие, хорошее здоровье, радость и процветание в вашу жизнь. Он видит ваши слезы, слышит ваши молитвы и избавит в нужное время. По мере вашего прогресса доверяйте Божьему выбору времени и Его плану для вашей жизни. Его благословение уже в пути. Сохраняйте веру и надейтесь на чудесные вещи впереди. С какими бы трудностями вы ни столкнулись, оставайтесь сильными в вере. Не отказывайтесь от верных Божьих обещаний, потому что, если вы это сделаете, вы рискуете погрузиться в хаос мира. Иисус Христос – единственное прочное основание в этом постоянно меняющемся мире, наш непоколебимый якорь. Обстоятельства меняются, люди меняются, социальные нормы меняются, но Слово Божье остается верным навсегда. Как провозгласил Иисус, небо и земля пройдут, но слова мои не пройдут. Так уверенно стойте в нем и цепляйтесь за него, когда жизнь становится хаотичной. Он спасет тебя и поставит твои ноги на твердую землю. Помните, когда вы толкаете, Бог притягивает вас ближе к себе. Приблизьтесь к Богу, и Он приблизится к вам. Преодолевайте отвлекающие факторы, сомнения и неверие. Молитесь горячо, доверяйте Его обещаниям и ожидайте, что в вашей жизни произойдет что-то сверхъестественное. Вера – это ключ для верующих во Христа, даже посреди бурь. Поверьте, что, решив связаться с Ним сегодня, вы собираетесь пожинать все благословения по вашему выбору.
Более того, знайте, что есть еще одно очень важное послание, которое Бог пытается донести до вас. Очень, очень важно, чтобы вы это посмотрели. Для этого просто нажмите на видео, которое в этот момент появится на вашем экране. Нажмите прямо сейчас и пойдем вместе во славу и честь всемогущего Бога.